При инспектировании дорог республики еще будучи премьер-министром Сооронбай Жээнбеков тогда заявил, что сотрудники пунктов весогабаритного контроля берут взятки и пропускают машины, у которых перевес, из-за чего разрушаются дороги. Тогда он дал срочное поручение ввести на точках контроля автоматическую систему для учета веса и габаритов грузовых авто. Кроме цели сохранить дорожное полотно, нужно соблюдать и требования ЕАЭС. Согласно правилам, для всех 5 стран вес шестиосных фур не должен превышать 44 тонн. В случае многострадальных ХОВа не больше 25. В итоге сегодня за всем, что передвигается по республиканским дорогам, следят не только инспекторы-транспортники, а прежде всего электроника. В республике 24 транспортных пункта, и на 18 из них должны проверять вес. По словам сотрудников агентства автомобильного водного транспорта и весогабаритного контроля, при Минтрансе автоматизированная система внедрена. Нет ее только на ПТК Джанарык и Наукат в Волжской области и Турускул и Арал в Нарынской. Машина при движении производит взвешивание, и все сохранится там мини-серверы. И оттуда через сеть, через интернет поступает центральный сервер. Смотрите, а у них есть возможность изменить данные? Нет, невозможно. Там человеческого фактора нету там. Я говорю же, автоматизированное взвешивание происходит. Все сохраняются мини-серверы. Там тоже кнопка удаления нету там. Есть, впрочем, пункты, где проблемы с интернетом, но данные с них доставляются на флешке. Все автономно, доступа ни к оборудованию, ни к носителю нет. Это позволяет отследить не только количество нарушителей, проехавших через пункт, но и приняли ли меры сотрудники этого пункта в отношении водителя грузовика. Тех, кто не наложил штраф на нарушителей по каким-то своим причинам, были уволены. 20 человек за прошлый год. Система фиксирует за 500 метров от пункта, который расположен где-то в сотнях километрах от столицы. Фиксируется машина и фиксируются данные о перевесе, а информация отображается на экране в центре Бишкека. Нарушитель выделяется красным. Пункт транспортного контроля Кемин. Здесь сначала в первой полосе номер транспортного средства, скорость, по осям параметры транспортных средств и общая масса. Вот это, например, перегруз. Вот весь групп оси, здесь у него получается по осям перегруженный. Наши инспектора на посту транспортного контроля Кемин смотрят. Этот бетамон расположен примерно 500 метров от поста. Они заранее смотрят и останавливают эту машину для контрольного взвешивания. Кроме внедрения автоматики, которая, по сути, должна работать в онлайн-режиме, в агентстве рассказывают, что на сегодня обновили штат, набрали только профессиональных транспортников, проводят рейды и, когда выявляют нарушения со стороны работников пунктов, применяют к ним меры. Нормативно-правовыми актами установлены, получается, процедуры по, например, возмещению ущербов, по разным мероприятиям, вот, конечно, есть упущения. К примеру, одно, например, нарушение, возмещение ущерба произведено, неправильно, то есть на меньшую сумму. То есть они сокрыли, что было не то, что сокрыли, они, получается, рассчитали по меньшей сумме. Вот. Данные мероприятия, в рамках контрольных мероприятий мы эти факты устанавливали и передавали в транспортную прокуратуру Кыргызской республики для принятия соответствующих решений по ним. Признаются, что уголовные дела на работника весогабаритного контроля возбуждаются с изрядным постоянством. И поныне несколько из них в производстве правоохранителей. К ним, кстати, добавилось еще одно. Транспортная прокуратура сообщает, что на ПТК Эркиштам замначальника Орского территориального управления агентства автотранспорта, а также другие должностные лица, будучи в сговоре, в течение 2017 года незаконно выписали 651 специальное разрешение водителям большегрузов, масса которых превышала допустимую осевую нагрузку. Не на дороге договорились, так в кабинете тех, кто повыше. Вот так коррупция. Не эдак, так по-другому. В компьютерных программных обеспечениях нету инструмента, который бы зависело бы от того, что сколько машин прошла фактически. А это зависит от самого личного решения оператора. Оператор, если прошла 100 машин, оператор может написать 10 или 50 машин. Сплошно со всех машин, которые проходят там и которых насильно или добровольно взвешивают, с них берут деньги. 270-250 сомов. И эти деньги также невозможно проконтролировать, куда они пошли эти. Или в казну, или в собственные карманы этих сотрудников. Вот эта система не была организована.
система контроля, учета вот этих денежных средств. Глава Ассоциации перевозчиков не берется говорить точно, но есть основания предположить, что при 100 миллионах сомов, поступивших от оплаты официальных штрафов, ровно столько же было заплачено неофициально в виде разводов. На сегодня в стране зарегистрировано около 130 тысяч большегрузов. 10 тысяч из них работает на международных маршрутах, 30% на текущем ремонте. Но в условиях свободного бизнеса немало и турецких, и казахстанских машин. По данным агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, за прошлый год по дорогам республики проехало 365 тысяч единиц, и только 5 сотням из них выписали штраф. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбекулу, НТС.